Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Яковлев Артем. Я ученик 8 класса Ангинского лицея. Тема моей работы – демографическая карта Заречья Республики Саха-Якутия. В настоящее время наша страна переживает демографический кризис. Цель исследования – изучение демографической ситуации в районах Заречья и составление демографической карты на основе полученных данных. Задача – сбор и анализ статистических данных о демографических тенденциях в районах Заречья, составление демографического портрета в муниципальных районах и создание демографической карты. Методы исследования: статистические, сравнительные, описательные, программные и моделирование. В тематическом аспекте классификация карт населения представлена 4 группами: карта размещения населения и расселения, карта демографических характеристик населения, социально-экономические карты и экологические карты. Я взял 5 заречных районов. Это Ангинский, Усалданский, Татинский, Серапчинский и Глиноконгласский. В последние годы в республике наблюдается снижение рождаемости, в том числе и первых детей. К примеру, с 2015 по 2019 год число родившихся снизилось с 16 145 до 12 819 человек. Основными факторами являются неблагоприятные изменения возрастной структуры женщин репродуктивного возраста. Здесь мы видим данные по Заречью за 2021 год. Идет постепенное увеличение численности населения в Серапчинском районе. И тут естественный прирост подтверждает предыдущему слайду. Коэффициент естественного прироста в Серапчинском районе составил 6,8%. Судя по карте, видно, что население тяготеет к районным центрам и близко расположенным снегам. Отмечается неравномерность расселения людей. Максимальный уровень рождаемости в Лугурском наследии Ангинского района и Соловьевского наследия Чероптинского района. Минимальный уровень рождаемости в Чакырском наследии Ангинского района и Телейского наследия Чероптинского района. Максимальный уровень смертности в Дайдунском наследии Глиноконгласского района и Орлавском наследии Чероптинского района. Минимальный уровень смертности в Оранганском наследии Глиноконгласского района и Катанахском наследии Чероптинского района. Заключение. Отмечается, что в заречных улусах идет тенденция к снижению численности населения. Превышение темпов естественного прироста над уровнем 2010 года отмечается только в Чероптинском улусе. Составлены 3 карты численности населения, уровней рождаемости и смертности. Спасибо за внимание.